В современном мире есть немало технических устройств, направленных на то, чтобы сохранять здоровье и жизни людей. И об одном из них, о пожарном извещателе, мы сегодня поговорим в прямом эфире с Центра управления Республикой Башкортостан. Доброе утро! А ответит на наши вопросы представитель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Гришин Артем Андреевич. Артем Андреевич, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Традиционно начнем с нашей сводки происшествий за последние сутки. Да, давайте. За прошедшие сутки на территории Республики Башкортостан чрезвычайных ситуаций у нас зафиксировано не было. Произошло по оперативным данным 24 техногенных пожаров, при которых в одном из пожаров погиб человек. В каком районе? Это в Альшевском районе. Погибших на воде у нас не зафиксировано. Можем подробнее перейдем к А случаям. в чем причина пожара, не устанавливали? Причина пожара в данном случае уже установлена. Вот мы видим, это последствия пожара в деревне Челноков Альшевского района. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего. Сразу вопрос. Извещатель пожарный был в доме? Извещателя пожарного не было в доме. Извещателя пожарного не было. У нас в данном случае огнем был уничтожен жилой дом размером 8 на 5 метров. Он не был электрифицирован и газифицирован. Отапливался только печью. Дом бревенчатый? Да, дом бревенчатый был. Настоящая трагедия. Желаем силы мужества родным и близким пережить такое событие. Как вот в данном случае причиной стало неосторожное обращение при курении. И вообще в жилом секторе у нас основные пожары, вот как, например, в данном случае это являются либо неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, зачастую в состоянии алкогольного опьянения люди находятся, либо может быть нарушение правил устройства и эксплуатации печей. По первой причине, как у нас на слайде показано, это 44% пожаров происходит, по второй причине это 21% пожаров в жилом секторе. Главной причиной гибели людей является то, что они не могут своевременно эвакуироваться из зоны воздействия опасных факторов пожара. Тем прибором, который может предотвратить подобные трагедии, а также снизить риск имущества, у нас является пожарный извещатель. Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям практика по обеспечению пожарными извещателями проводится с 2016 года. Бесплатно обеспечивается 9 категорий граждан, которые приведены на слайде. Артем Андреевич, да. То есть есть у нас категория граждан, которые могут не приобретать за свой счет, а получить бесплатно от государства вот такое устройство. Да. Правильно понимаю? Да. Давайте перечислим эти категории. У нас это семьи, находящиеся в социально опасном положении, и малоимущие многодетные семьи, они у нас обеспечиваются в обязательном порядке. Также семьи при рождении ребенка получают пожарный извещатель при рождении ребенка, когда в роддоме Минздрава Республики они получают подарочный набор. То есть в подарочный набор для ребенка, куда входит одеяло, какая-то одежда, включают у нас и пожарный извещатель. Входит и пожарный извещатель в настоящее время. Также у нас пожарный извещатель имеют право получить одиноко проживающие граждане, ветераны Великой Отечественной войны и лица к ним приравненные, а также семьи с детьми в возрасте до 7 лет, которые родились до 1 января 2017 года. Последнюю категорию у нас обеспечивается в заявительном порядке. То есть вот эти категории должны куда подойти, куда написать Они заявление? могут обратиться в Центр службы профилактики пожаров, ГКУ противопожарной службы Республики Башкортостан. Общий телефон у нас 834 72 272 0024. То есть они могут туда позвонить, получить консультацию, узнать номера представителей этого центра в районах. У нас в каждом районе действуют группы. То есть в каждом районе есть представители, которым можно написать заявление и получить такой извещатель. Да. Также можно оставить заявку на официальном сайте Госкомитета Республики Башкортостан, и можно обратиться к главе вашей местной администрации, они тоже вам помогут, перенаправят заявителя, подскажут, как написать заявление и получить извещатель. По нашим данным, которые фиксирует Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, с 2016 года спасено, благодаря срабатыванию пожарных извещателей, 655 человек, в том числе 252 ребенка. За прошедший период текущего года спасено 132 жизни, в том числе 43 ребенка. Вот здесь мы видим такой очень наглядный график. С 2016 года начали получать извещателя в нашей республике, правильно понимаем? И вот видим очень заметный и визуально даже видим за этот период, рост числа спасенных жизней. Да, здесь также это связано с тем, что мы постоянно расширяли эти категории. То есть чем шире стали категории, которые получают извещатели, тем стало больше
случаев срабатывания фиксируемых. А тем, кто не вошел в эту категорию, накладно ли приобретать вот такой Нет, прибор? это устройство, оно недорогое, в пределах, наверное, сейчас 250-300 рублей стоит. То есть 250-300 рублей помогут спасти жизни. Да, И мы видим да. это То наглядно. есть здесь я обязательно настоятельно рекомендую гражданам, которые у нас не входят в нашу категорию, приобретать это устройство. Его можно дарить в качестве подарка там, родным, знакомым, можно в каких-то конкурсах как призы использовать. То есть способов как донести их до человека много. А устанавливать тяжело такое устройство? Нет, он в установке прост, то есть определенные правила, как он ставится. То есть они довольно-таки простые и ставятся зачастую на планку, которая крепится буквально там на, Да, вот мы видим. на дюбеля либо шурупы. То есть И можно на потолок крепится. на потолок, правильно? либо на стену под потолком, там порядка 10 сантиметров от потолка. Можно Одного закрепить. устройства на квартиру достаточно или в каждую Ну, комнату нужно минимально хотя бы одно устройство надо поставить. Желательно рекомендуется одно устройство в комнату. То есть в первую очередь это может поставить те комнаты, где есть какие-то факторы опасные. То есть плиты, газовые плиты. То есть где На кухне обязательно. на кухне, да, обязательно, потому что зачастую тоже фактором пожара причиной пожара может являться подгорание пищи, когда оно переходит уже на какие-то конструкции помещения. Артем Андреевич, а вот здесь мы видим фотографии пожаров. Это те случаи, когда сработал пожарный извещатель? Да, это те случаи, когда пожарный извещатель сработал, и когда там, те, кто находился в доме или проживал, смогли своевременно эвакуироваться, то есть у нас никто не пострадал. То есть яркие примеры у нас на фотографии есть, где видно причины, что, скорее всего, было или нарушение, какая-то причина возгорания электропроводки, и пожарный извещатель стоял, и он смог известить граждан о опасной ситуации. Действительно, да, Ишимбайский район этот год, и видим и пожарный извещатель, и начало распространения пожара. Так. Спасибо. Ну и в заключение я хочу сказать, что для предотвращения пожаров необходимо соблюдать элементарные меры пожарной безопасности при обращении с огнем, при обращении с электроприборами. Настоятельно рекомендую не курить в жилых помещениях, в квартирах, в жилых домах, потому что все это приводит к трагедии. Мы постоянно с ними сталкиваемся, постоянно их фиксируем. Пожелаю нам всем безопасного дня. Спасибо, Артем Андреевич. Наши зрители, которые ежедневно с нами, уже знают, что вот даже на этой неделе мы говорили вчера буквально о правилах безопасности на кухне, о том, как предотвратить пожары благодаря правильной эксплуатации электрических приборов на кухне. Говорили о том, что необходимо соблюдать самые элементарные меры безопасности, и предотвратить можно этим пожары и большие трагедии. Вот сегодня мы еще раз повторим, что вот такое небольшое устройство, недорогое, причем часть категории жителей Республики Башкортостан могут получить его бесплатно. Установка вот такого устройства действительно помогает сохранить здоровье и жизни людей. Об этом мы сегодня говорили и наглядно видели примеры тех пожаров, когда людям удалось спастись и остаться в живых. Мы желаем всем крепкого здоровья и берегите себя. Хорошего дня!